Добрый вечер. В эфире «Время региональных вестей». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. День народного единства. Что означает этот праздник для россиян и почему он актуален сегодня как никогда? В репортаже моей коллеги. Свои люди. Каждый выстрел держит в напряжении. В республике прошли соревнования по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Путь к древностям в Харкарое. Лестница протягивается на 306 метров, преодолевая сложный горный рельеф. Строительство ступени на финишной прямой. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил россиян с Днем народного единства. В поздравлении глава республики отметил, что этот праздник символизирует сплоченность и силу народа, способного преодолевать любые испытания. Кадыров подчеркнул, что Россия является примером братства разных национальностей и религий. Особую роль в укреплении суверенитета играет национальный лидер Владимир Путин, чья твердая позиция и мудрое руководство позволяют России уверенно двигаться вперед. Рамзан Ахматович также воздал должное российским воинам, которые, по его словам, с честью и мужеством стоят на страже безопасности Родины. День, который заставляет нас вспомнить, что, несмотря на все расстояния и различия, мы части одного целого. 4 ноября, День народного единства, это не просто выходной, это символ нашей общей истории, силы и способности вместе преодолевать любые трудности. О том, что сегодня значит этот праздник, расскажет Мадина Кураева. В многонациональном и многоконфессиональном государстве дружба и единение народов – важнейшая часть общественной жизни. Руководство региона уделяет особое внимание сохранению самобытности каждого народа, проживающего здесь. В субъекте открываются дома культуры и этнографические центры, где учат языкам, костюмам, песням и танцам населяющих республику. Праздник День народного единства начали отмечать в 2004 году по инициативе Межрелигиозного совета России. Он символизирует сплоченность народов и преемственность поколений, напоминая о том, что только вместе можно сохранить мир, стабильность и будущее страны. Во всем этом проявление живого взаимодействия людей, уважение к истории и культуре друг друга. Многочисленные туристы приезжают в Грозный, чтобы прикоснуться к богатой культуре и традициям народа. Здесь гостей встречают с искренним гостеприимством и теплом. Каждый, кто побывал в этом удивительном городе, уезжает под глубокими впечатлениями. О том, как проходят у вас свадьбы здесь, нас это заинтересовало. Да. Как, с какими традициями, очень здорово и впечатляет. Как быстро восстанавливается ваш город, какими масштабами, да. Я была удивлена чистоте, если честно. Посещала многие города нашей великой страны, но все-таки по мне Грозный — это на первом месте. Очень приятные люди, добрые, гостеприимные, все с улыбкой, можно сказать. Повторю слова Юли, очень поразило восстановление города, его масштабы, его величие за очень короткие сроки. Гостеприимство, все улыбаются, все подсказывают. Как бы на лицах только улыбки. В Чеченской республике проживают представители около 90 национальностей. Регион по праву может гордиться самобытной культурой каждого из множества народов. Все они живут в мире и согласии, бережно хранят традиции и обычаи своих предков. На национальной почве в регионе не зафиксировано ни одного конфликта. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. В Аргоне прошло флешмоб-шествие в поддержку участников специальной военной операции. Акция состоялась в преддверии Дня народного единства. Более 300 активистов, молодежной организации и местные жители прошли плечом к плечу, демонстрируя сплоченность и солидарность. Организаторами выступили городская администрация и Министерство по делам молодежи Чеченской республики. Мероприятие стало ярким проявлением единства, патриотизма и поддержки наших бойцов.
4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Сегодня День народного единства ознаменован многими добрыми начинаниями и встречами с людьми, несущими в общество свет и милосердие. Проверка на прочность и мастерство. В Российском университете спецназа имени Путина прошли соревнования по тактической стрельбе среди сотрудников силовых ведомств. Мероприятие позволяет отработать координацию действий и проверить навыки сотрудников в условиях, приближенных к реальным. Итоги в репортаже Лейлы Муртазовой. Пули летят в цель, бойцы работают по мишеням с разных позиций. Лежа, стоя, в движении. Условия на полигоне максимально приближены к боевым. Участники, представляющие разные силовые подразделения субъекта и другие регионы, испытывали свои возможности на протяжении 3 дней в рамках соревнования по тактической стрельбе «Свои люди». На этот раз участие принимали более 30 команд, которые проходили 8 упражнений за весь срок. Каждая из них разработана так, чтобы укрепить их профессиональные навыки. Над этим работал инструкторский состав, опираясь в том числе на опыт, приобретенный с зоны проведения специальной военной операции. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина все испытания проходили в разных локациях, что добавляло соревнованию тактической глубины и сложности. Свои люди в этом году отличаются тем, что мы решили добавить побольше интенсивной работы. То есть это более динамичные упражнения. То есть здесь есть и спортивная составляющая, ну и польза для людей, которые выполняют специально боевую задачу. Здесь и выступают и спортсмены, и парни из специальных подразделений. После напряженных и уникальных испытаний подошло время финала, где осталось пройти финальное упражнение. Сейчас мы наблюдаем самую зрелищную часть всего соревнования – заключительную дуэль. Участники выходят на площадку и демонстрируют свои навыки по стрельбе. Здесь каждый выстрел держит в напряжении. Дуэль дает возможность проверить скорость, точность, меткость бойцов и командную работу. Этот этап показывает, кто готов к реальным тактическим заданиям. В завершении была объявлена церемония награждения, где в общем зачете победу одержала команда специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова «Ахмат-1». В заключительной дуэли лучшие стали ОМВД по городу Гудермес. Победители и призеры получили кубки, медали и ценные призы. И первое место заняла команда «Ахмат-1», спецполк полиции имени Героя России. Бойцы и просто любители пострелять регулярно участвуют в соревнованиях, которые проводятся в учебном центре, а также совершенствуют свои навыки стрельбы. Джахар Баталов – один из таких ярых участников, и его команда практически всегда показывает высокие результаты, как и на этот раз. Первый дуэль интересное упражнение. Международные соревнования интересные. Интересные. Упражнение. Такадаlar нестела первый дуэль далее холил на нормативно Отметим, что Российский университет спецназа регулярно устраивает соревнования с лучшими условиями их прохождения, реализует свои идеи, направленные на улучшение уровня качества состязаний, тем самым повышает боевую подготовку сотрудников военизированных и правоохранительных структур республики и других регионов страны. Лейла Муртазова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. В Грозненском аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова встретили призеров Обилимпикс. Сборная Чеченской Республики принимала участие в 11-м национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с ОВС Обилимпикс. Чемпионат проходил в Москве с 30 октября по 2 ноября в учебно-выставочном комплексе Тимирязев-Центр. Участники финального чемпионата соревновались в 4 дисциплинах: сварочные технологии, социальная работа, исполнительское мастерство и швея. Школьница специальной образовательной школы-интернат для глухих и слабослышащих Ясмина Султанова заняла 3-е место в компетенции швея. А также бронзу завоевала еще один представитель региона Заира Газиева в сфере социальная работа.
Да, было очень трудно. Соревнование было очень волнительным, потому что участников было очень много, а требования были тоже очень серьезные. И ошибок тоже, она говорит, было немало, но она была уверена, что она победит. Чувственность, непредсказуемость, легкость и невероятная выразительность. В столице прошла выставка картин известной художницы Марины Мурмич «Пространство и время», посвященное Дню народного единства в рамках Ночи искусств под девизом «Россия объединяет». Эта экспозиция своего рода подведение итогов творческой деятельности и взгляд на себя со стороны. Ее уникальный стиль и глубокая эмоциональность нашли большой отклик у посетителей. Как прошло это значимое событие, расскажем в следующем сюжете. Марина Мурчич – член Творческого союза художников России, педагог с более чем 25-летним стажем, воспитавшая не одно поколение талантливых учеников. Юбилейным для себя в 2025 году она представляет коллекцию своих произведений, созданных за последние несколько лет. Это пейзажи, натюрморты и абстрактные композиции. Главным источником вдохновения для художницы всегда был Ставропольский край. Его первозданная природа, тепло и величие находят отражение в каждом мазке. Наша республика встречает нас солнцем. Я это уже отмечала, это очень хороший знак. Конечно же, такой замечательный день. Очень хочется сказать слова благодарности за теплый прием, гостеприимство, которое оказали нам все сотрудники мемориального комплекса. Именно поэтому выставка получилась такой душевной. Посмотреть на картины и познакомиться лично с автором пришло много людей. Цветочные натюрморты стали настоящим магнитом для посетителей. В зале царила атмосфера живого диалога между зрителем и художником. В Чеченской республике Марина не впервые. Столица региона, ее архитектура и особая атмосфера произвели на автора неизгладимое впечатление. Выставка «Пространство и время», посвященная Дню народного единства в рамках Ночи искусств под девизом «Россия объединяет», стала культурным мостом, объединяющим Ставрополье и Чечню. Марина Мурчич убеждена, что искусство – это самый искренний мост между людьми разных культур. Ее картины, рожденные под солнцем Ставрополья, теперь видят и понимают в самом сердце Чечни. Я уже была в Грозном где-то около 10 лет назад. Впервые попав сюда на экскурсию, я, конечно, была удивлена, насколько город преобразился. И, конечно, мне невероятно понравилась архитектура сразу, небоскребы. Это, естественно, сразу притянуло мое внимание. Мне захотелось сюда еще раз вернуться. И когда поступило предложение сделать здесь персональную выставку, я, конечно, с удовольствием откликнулась и вот привезла работы своих. Она приурочена к празднику Дню народного единства и показывает, наверное, самые обычные вещи, которые нас окружают, да, чтобы мы могли видеть красоту во всем, что мы видим каждый день, и показывали богатство нашей страны, какая она большая, разнообразная и красивая. Деятели искусства вносят неоценимый вклад в сближение людей и объединение разных культур. Такие выставки, как проект Марина Мурчич, это больше, чем просто показ картин. Это мосты взаимопонимания, которые помогают жителям разных городов и регионов через эмоции и красоту лучше понимать и узнавать друг друга. Особенно свой вклад тоже вносит в единство, в согласие, в мир между народами. Конечно же, художники, писатели и иные представители творчества. Как говорил наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров, культура, спорт, образование – вот это самые важные сферы жизнедеятельности для любого общества. И надо победы находить вот через культуру, через спорт, через образование. И вот этому свидетельствует сегодняшний день, великолепные картины. Этот вечер наглядно показал, как искусство, сплетаясь с нашими личными воспоминаниями и чувствами, создает прочную невидимую связь между людьми. И в этом, пожалуй, заключается его главная сила. Магомед Басаев, Юсуп Бацаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская республика.
В рамках развития туристической инфраструктуры в окрестностях пещеры Харкарой завершается строительство лестничного спуска. Новые ступени обеспечат безопасный и удобный доступ для туристов к одному из самых труднодоступных до сих пор природных объектов. Как преображается территория и что ждет гостей в материале Медины Мударовой. Веденский район богат на туристические объекты, но, как говорится, совершенству нет предела. Работы по строительству ступеней в селении Харкарой стартовали в начале октября и уже близятся к завершению. Лестница протягивается на 306 метров, преодолевая сложный горный рельеф. Здесь насчитывается ровно 1000 ступеней. Все это тщательно продуманный путь, который гармонично впишется в живописный ландшафт. Отсюда открываются захватывающие панорамные виды на зеленые ущелья и бескрайние просторы Чеченской Республики. Строители работают с особой тщательностью, учитывая особенности местности. Все для того, чтобы обеспечить как долговечность конструкции, так и ее эстетическую привлекательность. Стараться ради процветания республики – большая радость, признается Хусейн Алибеков. Вот эти профили железные, вот эти 10 сантиметровые, эти очень тяжело было туда носить. В общем, первые дни дожди были. Как сможем, быстро сделаем. Почти, можно сказать, через 2 дня или 3 дня полностью закончим. Параллельно с прокладкой лестницы идет и ее покраска. Технология возведения гарантирует безопасность и комфорт для всех посетителей. Работы идут за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А вот и та самая панорамная пещера, к которой ведет лестница. Она расположена в одном из горных массивов Веденского района. Отсюда открываются просто замечательные виды, ну а в самой пещере протекает родник с лечебной водой. Харкарой расположен к югу от живописного озера Кизиной-Ам. До 1944 года поселение насчитывало около 700 жителей и 55 домовладений. Но сегодня все еще есть люди, которые с гордостью хранят историю этого уголка. Имам мечети Абдулла Галбацев говорит, это место имеет огромное значение для региона. Мы, как жители, очень рады таким новостям. Здесь есть на что посмотреть как местным, так и приезжим. Сейчас, благодаря вниманию Рамзана Кадырова, строятся дороги, благоустраиваются территории. Можно легко добраться до любого места. Поэтому мы рады, что у нас появится еще один объект, который будет радовать глаз. Село известно своей живописной местностью, старинными каменными постройками и уникальными традициями, которые сохранились на протяжении веков. В скором времени Харкарой станет еще одной жемчужиной внутреннего туризма Чеченской Республики. Медина Мударова, Садимин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.